В одном из живописных мест Якутии, вблизи села Еланка в Хангаласском районе, 8 и 9 августа впервые прошел фестиваль скалолазания. Так любители экстремального вида спорта отметили Международный день альпинизма и Всероссийский день физкультурника. Принять участие в соревнованиях приехало более 80 человек, как опытные мастера своего дела, так и новички. Каждый мечтал покорить свою вершину. Вообще в первый раз на Еланке, в первый раз одну трассу прошла там сегодня утром до обеда. Будем посмотреть. В принципе, высоты я особо не боюсь, потому что, в общем-то, опытные довольно-таки организаторы страхуют. Конечно, опасность какая-то все равно есть, но не без этого. Тут 3 минуты дается, я не знаю, уложусь я или нет, но постараюсь. В лагере ДЗСО «Спутник», «Спутник» школы номер 2, лагерь. Там были уроки туризма во 2-м сезоне. Я там походил, узнал про фестиваль, добавили в группу и приехали. Очень хорошо, все нравится. В следующий раз тоже приеду. Впечатления очень хорошие, понравилось все. Только жалко, сорвался там. В следующем году тоже постараюсь прийти. Как вам организация? Отлично, на хорошем уровне. А сами соревнования как? Чего ожидаете от себя лично? Ожидаю, не знаю, чуть-чуть лучше, чем в прошлый раз, наверное. Это было круто. Организаторами выступили Якутский клуб альпинизма и скалолазания «Экстрим» и клуб «Горностай». Безопасность участников фестиваля обеспечивала служба спасения республики и члены Якутского регионального отделения «Россоюз Спаса», проводя консультации для начинающих, а также приняв участие в мастер-классах по преодолению скальных участков. Требованность в этом виде активного отдыха и спорта, что это полезно не только для молодежи, но и для детей. И я бы хотел поблагодарить всех участников фестиваля, организаторов за оказанную помощь, за то, что приехали сюда на фестиваль, за то, что остались неравнодушны и разделяют с нами нашу общую радость. Еланские столбы по красоте не уступают более раскрученным ленским, а для скалолазов они еще и более безопасные, поскольку дальше в сторону ленских столбов скалы более сыпучие. Здесь для участников организаторы проложили заранее 8 скальных маршрутов разной степени сложности. От самых легких, где больше уступов и есть за что ухватиться, до самых сложных, где приходится применять не сколько физическую силу, а духовную. Чтобы подняться на эту скалу, которая высотой 15 метров, нужно иметь не только физическую силу, но и силу воли. Потому что сделать это будет очень нелегко человеку, который слаб и физически, и духом. Любой экстремальный вид спорта связан с риском для жизни. Скалолазание требует предельной концентрации внимания и заботы о собственной безопасности. Поэтому, прежде чем взбираться на высоту, необходимо приобрести специальное снаряжение. Для того, чтобы лазать по скалам, нам необходимо самое основное снаряжение – это обвязка. То есть она крепится на пояс, затягивается, здесь есть поясная и ножные обхваты. То есть это основное снаряжение, которое используется для скалолазания. Она очень надежная, выдерживает несколько тонн, то есть можно спокойно срываться, ничего страшного не будет. Соответственно, на обвязке есть обязательно кольцо, в которое встегивается центральный карабин. То есть именно к этому карабину пристегивается веревка. То есть скалолаз, когда лезет, он пристегивает веревку к центральному карабину и таким образом лезет. В Якутии скалы очень сыпучие, поэтому обязательно нужна каска. Каска защищает от падений камней. То есть, если будут падения, они просто придут на каску. Каска тоже выдерживает очень хорошие удары, это проверено. Есть у нас усы самостраховки. Усы используются для того, чтобы зависнуть где-нибудь на скале. Например, скалолаз может лезть по какому-то рельефу, долезть до определенной станции и там встать на самостраховку. То есть есть такая команда, называется самостраховка. Он стоит на самостраховку, при этом его этот ус держит, и ему больше ничего делать не надо. То есть он висит на нем. Также используются разнообразные карабины. То есть есть карабины
вот такие вот с муфтой, они закручиваются. Есть карабины автоматические, у которых муфта закрывается автоматически. И есть карабины, которые без муфты. Автоматические карабины, у них есть недостаток, что если веревка попадет на саму муфту, он может выстегнуться. Его обычно используют на скалодромах, то есть где нет большого риска. На скалах лучше использовать карабин с муфтой. Карабины без муфты используются вот для таких вот оттяжек. То есть это используется для того, чтобы скалолаз лез так называемой нижней страховкой. То есть если он срывается, например, то его эти оттяжки держат. На скалодромах для лазания используется магнезия. То есть магнезия помогает подсушить руки, потому что на скалах очень важно, чтобы руки не были влажные. И чтобы... Иногда бывает такое, что на скалах нужно не просто хвататься, а прям на трении, то есть прилипнуть к скале. Именно для этого нужна магнезия, она помогает. При лазании по скалам самое важное использовать ноги. То есть многие новички первоначально представляют себе, что важнее подтягиваться. Это не совсем верно. Наиболее правильно будет использовать ноги, а руки использовать как баланс. Еще для лазания используются, вот как я вам говорил, оттяжки. Оттяжки встегиваются вот в такие вот закладные элементы. То есть здесь есть закладные элементы, которые вставляются в трещины. И сюда, наконец, вот этой вот оттяжки. Вот, на закладной элемент стягивается оттяжка. То есть сюда можно продевать веревку. Вот таким вот образом это происходит. Оттяжка в трещине, то есть она держит. Человек лезет, когда нет вообще на рельефе ничего, есть только трещины, все. Ему надо как-то наверх залезть. Он в эти трещины вставляет вот такие вот элементы. Иландские скалы, величественные и безумно притягательные, ежегодно заманивают к себе десятки скалолазов. Даже для опытных ребят здесь каждый раз найдется что-то новое. Сюда приезжают целыми семьями, как, например, семья Тимофеевых. Два брата-близнеца Альберт и Анатолий и их вторые половинки Сахаяна и Юлия. Они занимаются скалолазанием уже 4 года. Скалолазанием на Иланке мы занимаемся уже 4-й год. Уже со семьей приезжаем каждый раз. Вначале приезжали на одной машине по 4 человека. Вот. И последующие года у нас скалолазов стало больше. Мы даже приезжаем по 15, по 18 человек регулярно каждые выходные. Приезжаем сюда, на Иланку, лазать на эти скалы. Но скалолазание это дает в нашей жизни большой интерес. Это наше семейное увлечение с женой. Вот. Помимо этого мы занимаемся здоровым образом жизни. Алик учился в Питере, и он там начал лазать в скалодроме, получается. Потом он привел меня в ГЭП, ну так и начали. Но это, скорее всего, борьба с собой. Ты борешься постоянно, когда поднимаешься на высоту там. Поэтому мне это нравится, что я борюсь с собой, со своим страхом. Вот именно. Лично я не умею подтягиваться, но я как-то лезу. Это не обязательная сила. Главное, сила воли. Первый день соревнований проходил в несколько этапов, поскольку желающих было довольно много. Причем стоит заметить, что данным видом спорта могут заниматься все, от мала до велика, как молодые люди, так и девушки. В моменты, когда казалось, что отвесные стены не поддадутся ребятам, а силы иссякли, профессионалы для каждого находили слово поддержки, учили быть цепкими и ловкими, а главное – уверенными в себе. И у участников тут же появлялось второе дыхание, а после и радость от покорения вершины. Фестиваль прошел в 2 дня. Здесь были не только соревнования, но и слэклайн, игры и конкурсы, рассказы об истории скалолазания и спуски в так называемую ледяную пещеру, узкие пустоты в недрах скал, где температура ниже 10 градусов даже в самый жаркий день. И это лишь малая часть того, что организаторы постарались устроить для участников фестиваля. В ответ слова благодарности и море позитивного настроения и желание приехать сюда снова. Фестиваль проводился в целях развития детско-юношеского туризма, скалолазания и альпинизма. Как говорят организаторы, эти виды спорта незаслуженно забыты в нашей республике, хотя все условия для этого имеются. Ребята годами осваивают иландские скалы на голом энтузиазме и стараются привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни и занятию спортом. В ходе проведения фестиваля руководители клуба «Экстрим» и представители Ярус-Союз Спаса договорились о дальнейшем сотрудничестве, совместном проведении учебно-тренировочных сборов для членов клуба на жетон «Спасение в горах». Организаторы также надеются, что в будущем у них появится поддержка от государства, поскольку без нее развивать альпинизм и скалолазание довольно сложно. Необходима материально-техническая база. А вот желающих, как убедилась Асия, хоть отбавляй. Чтобы присоединиться к нам, надо вначале попробовать себя, попробовать ощутить, что такое подниматься на скалы.
Вот. А после того, как попробовали себя, определились, что это ваше, что это ваш спорт, ну, соответственно, надо уже учиться, покупать себе снаряжение. Мы будем как бы вас поддерживать в этом. Подняться на такую скалу просто так человеку, который часто сидит на диване, ну, очень трудно будет. Поэтому, ребята, занимайтесь сначала спортом и приходите к нам лазать по скалам. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЯСЯ.